Жажда знаний и новых приключений. Никита Васильев из Чувашии уже полгода покоряет просторы России. 5000 километров пути уже позади. Сегодня у молодого путешественника новая задача – познакомиться со всеми республиками Кавказа. На несколько дней он остановился в Северной Осетии. Маршрута как такового нет. Я езжу, как говорится, куда ветер дует. Бывает и против. Маршрута нет. Основные это большие города. В основном это большие города республик. Потому что там можно посмотреть, как говорится, цвет народа. Уже 18 лет Никита автостопом объехал Белоруссию и Украину. Затем было велопутешествие по родной Чувашии. И только потом он решился отправиться в такую дальнюю дорогу. Любовь к странствиям у молодого человека в крови. Дома в Чебоксарах он учился на географа. Теперь от теории перешел к практике. Как ты оцениваешь вообще вот такую смелость и вот такую стойкость характера? Я только приветствую таких людей. Они очень интересные, они могут много рассказать. Поэтому я сам люблю кататься, поэтому я его понимаю. За день странник преодолевает более 100 километров. Различные культуры, народы, архитектура городов и уникальная природа. Со всем этим Никита знакомится лично. Самые интересные моменты публикует в своем блоге в социальной сети. Молодой путешественник всегда ездит один и принципиально без денег. Он уверяет, так интереснее. Палатка, коврик, спальник и теплые вещи. Вот и весь его багаж. Во Владикавказе Никиту встретили виртуальные друзья. Ночевать он тоже остановился у них. Но чаще всего путешественник ищет уединенные места. Спит в палатке, а еду готовит на костре. А не бывает ли страшно вообще вот ночью оставаться одному в палатке? В палатке не страшно. Вот бывало только в горах, когда я ездил на перевалы. Очень много шакалов на склонах, и по ночам, когда они воют всей стаи, бывает жутковато, конечно, а так все нормально. Многие из нас также хотят путешествовать по миру, но жизненные обстоятельства не всегда позволяют осуществить мечту. Однако пример Никиты Васильева все же может вдохновить многих. Финишной точки у велосипедиста нет. В ближайших планах дорога в Закавказье. Ирина Дзабаева, Алан Гасанов, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ.